Есть какое-то удивительно вкусное блюдо в Чувашии, которое одновременно и суп, и второе, и колбаса. Что это за блюдо? Анатолий Касымов, город Бугульма. Анатолий, чуваши такой народ, что надо ехать и разбираться. Не пей, Иванушка, козленочком станешь. Помните сказку? А он все-таки выпил. Но он не стал козленочком, он стал барашком. Но, может быть, ему и хуже, потому что из него мы приготовим самое знаменитое чувашское блюдо, которое называется шертан. Правда, его приготовить нельзя, если не звучит настоящая чувашская песня. Да, девочки? Да. Помогите нам с барашком. Нет. Светочка, я без вас не справлюсь. Помогите мне. Помогу с удовольствием. Блюдо-то очень сложное, хотя и полезное, и вкусное. А как называется? Все время забываю. Шертан. Шертан. Вы запомнили? Что вы? Шертан. Я же так и говорил им, правильно? Они говорят, как называется? Как? Так, значит, у нас на столе сырой порезанный баран. И все. И его желудок. На самом деле также готовили это блюдо. Да. Но это наши со Светочкой предки, древние чуваши. А мы чуваши современные. Поэтому мы будем готовить уже такой шертан адаптированный. Для этого мы берем и говядину, и баранину, а можно даже курочку. Можно и курочку, можно печень вот готовую уже добавить. Мы сейчас делаем такое быстрое блюдо. Если вам лень несколько суток его готовить, тогда следите за нами. Если не лень, все то же самое, только сырое. Да? Да. Значит, мы берем, вы берете говядину, я беру баранину и режем. Получается достаточно диетическая у нас история. Я быстрее, чем Светочка порезал, буду резать чеснок. Или не надо его резать? Надо. Надо? Да. Это блюдо же ели те, кто уходил надолго в поле, да, пасти скот. Да. А мы тем временем нарезали чеснок. Чеснок нарезали, перемешиваем. Печень сюда добавляем. Это печень, вареная печень барана, мелко порезанная. А вы знаете, что делают в ресторанах? Они вообще из этого делают фарш. Тогда блюдо готовится просто полчаса, да? Да, быстро. А в печи сколько суток? В печи, в русской печи, готовилось 3-4 суток. Вы поняли? 3, но мы будем в печи готовить. Насыпаем фаршик, насыпаем чеснока, ну, конечно, для аромата и для того, чтобы он расщеплял холестерол, как правильно? Холестерин. Холестерин. Да. Что вы говорите, холестерол? Насыпали чеснока, и теперь вот у нас пшено. Засыпаем, значит, пшено. Специи. Что за специи? Смесь и перчик. Смесь. Перечная смесь. Потому что соли здесь нет. Несите нам соль. Светочка забыла соль приготовить. Если бы нам не помогли, соль нельзя из рук в руки передавать. Насыпайте сами, солите. А я еще поострее, ладно, сделаю чуть-чуть? Будет вкуснее. Будет вкуснее, Да. полезней. Перемешиваем. Все это перемешиваем. А без песни перемешать Шертан. шертан невозможно. Девчонки, помогите перемешать шертан. Мне пырзалар, саракаек юрланы не ирце саванар, саракаек юрланы не ирце саванар. Так, надо из барана достать желудок. Ничего, дашь? Даст, говорит. Очень люблю отдавать свой желудок. Вот он у него какой чистенький. И мы это все туда? И все туда. Это поместится? Я уместится. по-другому обычно привык в желудок укладывать пищу. В свой, а не в чужой. Ну, вот так это выглядит, когда мы неуемно едим. По-моему, хватит. И мы забыли лаврушечку. Обязательно. Пару листиков. А теперь я вижу, у нас здесь есть иголочка. И нам надо его зашить. Не, я не могу зашивать желудок. Я не знаю, что у меня как-то мне что-то такое. А вообще не мужское это дело штопать. Чувашская женщина долгими вечерами сидит, штопает мужу носки и баранам желудки.
И получается шертан. Очень вкусный сертан, да. В виде небольшого каравая мы его вот так вот укладываем на сковородочку и сажаем в печь. В русскую печку мы сажаем на сколько еще раз дней? На 3-4 дня. 3-4 дня. Что мы, Светочка, с вами будем 4 дня? Хотя придумаем. Пошли. Вот она печка. Жаром пышет. Ах, подойти тяжело. Засовываем. Ну да. А, какая жаркая печка. И так 4 суток, да? Будем ждать. Будем ждать 4 суток. Ой, Конечно же, печка декоративная, она не греет. Я просто хотел вам показать, как живут чуваши. Посмотрите на это убранство. И вы поймете, что готовить мы в этой печке не будем, а пойдем готовить ее в современной духовке. Ну что, все готово. Мы же готовим из полуфабрикатов, поэтому 2 часа. Ой, горячо. И вот, что у нас получилось. Красота. Ну а сейчас девчонки там у заваленки уже просто воют, хотят попробовать. Пошли их угощать. Я говорил, девчонки воют. Они поют, воют. Конечно. И очень красиво. Светочка, смотри, что они сделали, пока нас не было. Они имеют в виду, что хотят пробовать наш Все. шертан, да? Ну что, разрежем? Ну что, подходите, девчонки, горячие. Вот А когда холодный шертан, он очень... у меня упала 1 вилка. Пришло 7 девчонок. А должно было 4. Ну, у вас и традиции у чувашей. Ну-ка, девчонки, разбирайте вилку. Уж раз пришли, то разбирайте. Пробуйте, девочки. Вкуснее так получится. Да. Вкуснятина. Это действительно песня. Действительно, не зря вы пели.